Чересчур гостеприимно так охарактеризовал Юнусбек Евкуров участие некоторых наших спортсменов на турнире «Битва в Назрани». По мнению главы региона, каждый местный боец ММА должен понимать, что это уже профессиональный уровень. Здесь все серьезно, поэтому и отношение должно быть соответственное. Есть плюсы, есть минусы. Но мне кажется, что вы все, участники этой соревнования, не совсем правильно понимаете свое предназначение. Не совсем правильно понимаете. И не совсем правильно тренерский штаб дает вам установки. Это мое видение со стороны, может, ошибаюсь. Но если бы я был бы сам не спортсменом, не выступал бы на соревнованиях, а может, и не думал бы там, или ошибался. Но я вижу это. Я же не первый раз это говорил. Если вы выходите на ринг, на татами, вы должны просто понимать, что надо... Вы один на один уже, все. Или вы, или вас. Здесь нет никакой дипломатии. Все по правилам, но жестко. Вас должны бояться. А вы как-то, получается, выходите как-то очень скромно себя ведете. Из 17 ингушских бойцов 9 спортсменов одолели своих соперников. Муса Хамхоев, Муслим Кациев, Адам Цуров порадовали местную публику досрочными победами. Правда, результат мог быть и лучше, если бы тренерский штаб провел более систематический подготовительный этап. Для этого, по мнению Юнусбека Евкурова, недостаточно тренировок внутри своих бойцовских клубов. Необходимо проводить командные сборы и привлекать к ним специалистов из других регионов страны. Это психологически надо готовить бойцов к этим. Выберешь, там, для кого выберешь. Они еще не знают этого всего. Опыта нет, мастерства нет. Да, и через проигрыши надо пройти. Но все равно надо понимать. Очень серьезно надо готовиться к соревнованиям. На это обращал бы внимание очень серьезно. Цачувал в своих там стенах легче, не легче. Дома всегда сложнее. Тем более в нашем кругу проиграть это так-то вот. Хочется выиграть, хочется там каким-то образом. Поэтому ходишь, должны знать, должны понимать. И тренеры, мне кажется, что вы не совсем мотивированно готовите. Поэтому здесь надо и Акрамату, и другим нашим там, всем тренерам взять. Надо просто взяться, посмотреть, как вы готовите. У нас есть хорошие базы, где нужно готовиться. То, что вы готовитесь даже к дороге М1 где-то у себя в клубах, это не пойдет. Не пойдет. Продолжая тему подготовки к турниру, руководитель субъекта отметил, что функциональное и психологическое состояние и даже сгонка веса бойца – все это должно быть под жестким контролем тренеров. Это их главные задачи, в том числе и разработка плана на бой, ведь каждый спортсмен должен четко знать, что и как делать. Надо направлять тренеров на курсы повышения квалификации, на институт повышения квалификации. Почему? Потому что надо понимать правильно, как это все делается. Это первое. Второе, надо привлекать. Когда мы сборы проводим, к чему-то готовимся, надо со стороны привлекать нового человека, нового тренера. Да, если вы сборы организовываете там, в Мужичах или там, в Джайрахе для всех, это у всех должно быть казарменное положение. Приехали, все, машину забрали, ключи забрали, все, казарменное положение. Режим должен быть самый жесткий. Утром встал, вечером лег, все жестко должно быть. И там должен быть другой человек, который со стороны просто свежим взглядом на все это посмотрит, какие-то там новые коррективы внесет. Многие из наших бойцов, которые проиграли свои поединки в ходе боя, имели ощутимые преимущества, но поспешили. Такое, по мнению главы региона, спорт не прощает. Поэтому надо менять подход к соревнованиям, независимо от того, где бы они ни проходили. Большие победы не бывают без поражений. Неудача закаляет характер бойца и делает его по-спортивному злым. Необходимо улучшение, бойцовские навыки и работу в партере. Дома проиграть сложно, тяжело. Это нормально. Без проигрыша не бывает побед. И без проигрыша не будет злости, там, характера. Это тоже надо понимать. Здесь тот, кто проиграл, он должен быть и выше над тем. Никто вас не может в этом упрекать. Все бывает в жизни, не всегда мы выигрываем, и на это тоже надо ориентироваться. И плюс, когда вы такие турниры делаете, надо делать призы, я не знаю, делал вы там, нет, самый техничный бой, самый там такой, какие-то такие вещи. Чтобы человека поднять, спортсмена поднять.
тот, кто выиграл, стимул какой-то должен быть. В завершении встречи Юнусбек Евкуров подчеркнул, что наши ребята за последние годы добились значительных успехов в смешанных единоборствах. Абукар Яндиев завоевал пояс М1 Global. Еще несколько ребят претендуют на титул, поэтому нельзя останавливаться на достигнутом, а надо двигаться вперед. Руслан Албогачев, Хусян Гагиев, Юсуп Ханиев, Рамзан Ахильгов. Новости 24.